Добрый день, уважаемые слушатели! Вашему вниманию представлен курс видеолекций дисциплины «Поликультурное образование». Сегодня лекция 5 «Многообразие видов школ социума». И читать эту лекцию буду я, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики начального и дошкольного обучения, образования Педагогического института Бурятского госуниверситета Светлана Алексеевна Павлова. План лекции. Виды школ социума, где мы рассмотрим предшкольное мультикультурное воспитание, моноэтнические школы, многонациональные школы, обучение иммигрантов. И второй вопрос – билингвизм в системе обучения. Опыт длительного совместного проживания разных народов, взаимозаимствования в национальных культурах, исторически сложившиеся способы взаимообмена культурной информацией вызывают взаимный интерес к национальным традициям. В мире идет активная практическая работа по осуществлению мультикультурного воспитания и образования. Поэтому происходит обогащение и развитие культурного многообразия больших и малых этносов. Страны, где реализуется воспитание с учетом многоэтничности и многокультурности, можно разделить на несколько групп. С исторически глубоким национальными и культурными различиями – это Россия, Испания, Бельгия, Швеция, ЮАР, приобретшие качественно новые черты многокультурности вследствие своего прошлого в качестве колониальных метрополий – это Великобритания, Франция, Нидерланды, и получившие признаки поликультурного социума благодаря новой миграции – это Австралия, США и Канада. Изменения воспитания и образования в сторону поликультурализма стали наблюдаться примерно в течение более 50 лет. Хотя в начале 20 века ответом на этнодиверсификацию школы и общества была ассимиляция учащихся из национальных меньшинств. Но, начиная со второй половины прошлого столетия, на первый план выдвинуты задачи воспитания межнациональной терпимости и взаимопонимания. В 60-х годах 20 века в образовании формулируются педагогические требования, исходившие из признания ценностей и учета культурного многообразия. В 70-х годах 20 века разрабатываются специальные программы поликультурного образования мигрантов, коренных этнических и расовых меньшинств. Поликультурные программы позволяют стимулировать интерес к новому знанию и одновременно представлять различные взгляды и мнения о многокультурном мире, окружающем личность, что отражается в уровнях поликультурной воспитанности учащихся. В мировой педагогической науке выделяются критерии эффективности мультикультурного воспитания. И такой ученый, как Грант, предлагает следующие уровни, приобретаемые в результате образования поликультурной воспитанности, то есть компетенции. Они представлены у вас на слайде. По уровням. Первый уровень – это осведомленность и понимание, второй уровень – оценка и согласие, и третий уровень – убежденность и защита. И каждому уровню соответствуют свои критерии. Это, например, по первому уровню осведомленность о собственных этногруппе, расе, понимание общественного неравенства, осведомленность о способах закрепления социальными институтами школы, дискриминации и предубеждений, приобретение знаний об иных культурных группах и так далее. Второй уровень он содержит содействие социальной справедливости, развитие чувств единения, принятие культурного плюрализма, развитие положительной концепции, также освобождение от стереотипов, приобретение поликультурного образования, интергрупповое и межкультурное общение. И третий уровень убежденность и защита включает в себя проектирование, реализацию и оценку поликультурного опыта, реалистичное и критичное отношение к социальной действительности, действия в целях положительных социальных изменений и готовность к решению расово-социальных проблем, а также использование личного опыта при анализе культурной дискриминации, активное включение в демократическое решение социокультурных проблем. Методики выявления результатов и эффективности поликультурного воспитания постоянно совершенствуются нашими и зарубежными учеными. Предложена многоэтапная диагностика. Это первый этап. Опросы, анкетирование, рейтинговые оценки, наблюдения и прочее. Второй этап – тестирование, проигрывание проблемных ситуаций и так далее.
Третий – самооценка, анализ деятельности. И четвертый – выделение индикаторов показателей деятельности личности в многонациональном социуме. Вместе с тем можно утверждать, что формирование культурно значимых ценностей будущего школьника осуществляется в контексте личностно-ориентированного воспитания, поскольку, овладевая культурным опытом своего этноса, будущий школьник присваивает высшие ценности культуры своего народа, набор культурных образцов и усваивает способы взаимоотношений с миром, то все это способствует становлению субъективности в единстве природных, психологических, культурных качеств его личности. Этнокультурный опыт людей, осваиваемый ребенком посредством приобщения к духовным и материальным ценностям своего народа, олицетворяется в воплощенных этнических значениях, носителями которых служат сами по себе объекты этнокультурного мира. У ребенка типические психологические особенности определенного этноса формируются через самопознание, отношение его к социально-культурным, этническим признакам, то есть традициям, национальной одежде, национальному искусству, музыке, этикету и так далее. Педагогически верно организованное обучение обеспечит подлинное развитие каждого будущего первоклассника и надлежащий темп процесса формирования этнического самосознания детей. Для достижения определенного результата в работе с будущими первоклассниками необходим учет психологических характеристик восприятия детей, к которым относят сенсорное восприятие действительности, восприятие через 5 чувств, непреднамеренное восприятие, дети не могут сосредоточиться на предмете сознательно, действие восприятия, опора на практические действия, непроизвольное внимание, организация внимания, непроизвольную память, дети запоминают информацию, которая произвела на них впечатление, наглядно-образную память, информация воспринимается на слух, будучи подкрепленной зрительным материалом, конкретное мышление, дети не воспринимают абстрактные понятия, мыслят конкретно. Из всего вышеизложенного следует, что особенности этнического воспитания детей предшкольного возраста сводятся к необходимости использования игровых методов, в том числе метода сюжетно-ролевой игры, интеграции видов деятельности, соответствующих данному возрасту, отбора и структурирования учебного материала, адекватного возрастным особенностям детей и применения принципов культуросообразности, природосообразности, воспитательной деятельности педагога. Дошкольные учреждения, выполняя основную функцию обеспечения интеллектуального и личностного развития ребенка, ведут деятельность в 4 направлениях. Формируют личность социально, то есть ребенок усваивает нравственные общечеловеческие ценности. Познавательно, воспитанник осваивает способы и средства познавательной деятельности. Эстетически, создаются эстетические предпосылки восприятия мира. И физически. Следовательно, необходимо усилить этнокультурный компоненту программ, либо создать новые, отвечающие требованиям времени, типовые программы этнического формирования личности в поликультурном пространстве. Многие общеобразовательные учебные заведения для титульных этносов остаются сегодня в рамках многокультурной педагогической традиции. Хотя в подобных заведениях намечается большой опыт, тенденции в сторону идеи поликультурности. Национальные школы России имеют давнюю традицию. На первом Всероссийском съезде работников народного образования 1913 года была принята резолюция, где утверждалась необходимость преподавания учебных предметов не только на русском, но и родном языках. Признавалась важность равноправного преподавания на родном и русском языках в школах, где преобладает то или иное национальное меньшинство. Для отечественных педагогов, конечно, этот опыт идеи поликультурности имеет большую ценность. И такие школы, они обеспечиваются определенными стандартами образования, что приобщает детей к национальной, этнической традиции. И таким образом воспитывается личность, способная на диалог в поликультурном окружении. Традиции национального просвещения были дальше продолжены в Советском Союзе. Получили развитие национальные школы. Однако к концу 80-х годов XX века
Доминирующим типом национальной школы оказалось учебное заведение с обучением на русском языке и преподаванием родного языка как одного из предметов. Результат: несколько поколений нерусских народов получили воспитание вне родного языка и национальной культуры, на базе русского языка и преломленной русской культуры. Термин «национальная школа» довольно условен, так как этнически однородная школа в России явление крайне редкое. В таких учебных заведениях, кроме русской культуры, активно изучается и осваивается культура того или иного нерусского этноса. Заметим, что в современной России развитие национальных школ приводит к расширению места и роли родного языка и национальной культуры в содержании образования. В начале 21 века удельный вес национально-регионального компонента в национальной школе достигал 30% и более от учебной нагрузки. Школы и особое обучение этнических меньшинств распространены во многих странах мира. Представители этнических меньшинств обучаются либо в многонациональных учебных заведениях, либо в отдельных школах и классах. В США и Канаде такие заведения не всегда служат очагами диалога культур. Афроамериканские, арабские школы, школы для индейцев и эскимосов. В ряде стран Содружества распространены русскоязычные школы для русских, а для других этнокультурных групп используются также свои школы. Также пользуются государственной поддержкой учебные заведения и классы для других меньшинств. В Казахстане уйгурские, немецкие, корейские, на Украине польские, венгерские и так далее. В России в местах компактного проживания национальных меньшинств организованы школы и классы с этнокультурным компонентом. Обучение в таких учебных заведениях преследует несколько целей: овладение общероссийской культурой в соответствии с федеральными, региональными стандартами образования, приобретение знаний в области национального языка, литературы, истории, культуры, относительно национальной принадлежности учащегося, и поликультурное обучение, интегрированное во все дисциплины образовательного цикла. Воспитание этики межнационального общения в многонациональном коллективе, основанное на знании менталитета и традиций разных этнокультурных групп. Впервые интернациональные школы были созданы в 1966 году как учреждение международного бакалавриата. К 1996 году количество таких учебных заведений выросло до 600 в 83 странах, в том числе и в России. В них насчитывались около 3000 учащихся от 3 до 19 лет и 250 преподавателей. Одна из старейших интернациональных школ была создана в Женеве в 1924 году, где обучаются подростки из 13 стран. Преподаватели и воспитатели интернациональных школ рассматривают как одно из магистральных направлений деятельности по воспитанию учащихся в духе мультикультурализма, гражданской ответственности, взаимопонимания представителей разных культур и этносов. Выпускник таких школ – это критичный, доброжелательный, информированный мыслитель, разделяющий общечеловеческие ценности, принципы уважения культурных различий. Педагоги видят свои задачи в том, чтобы сберечь культурную самобытность своих учеников, одновременно приобщив их к общественной, общеевропейской, мировой культурам, воспитать интерес к другим языкам и культурам, сформировать навыки межнационального общения. Учебными программами предусмотрено развитие позитивного отношения к окружающим. Школьников постепенно приобщают к общепринятым правилам поведения в обществе. Ребенок с самого начала пребывания в многонациональном классе учится быть терпимым. Для достижения успеха в поликультурном воспитании постоянно сотрудничают с родителями учащихся. Семьям рекомендуется опираться на родной язык при выполнении школьниками домашних заданий и в обычном повседневном общении. Родители и дети могут устраивать межнациональные базары, где по символически ценным распространяются самостоятельно сделанные национальные сувениры, ненациональных блюд, совместное приготовление родителей и детей национальных угощений, организация и проведение национальных праздников. Выпускник таких школ – это критичный, доброжелательный, информированный мыслитель, разделяющий общечеловеческие ценности и принципы уважения культурных различий.
Полирасовые школы в Западной Европе возникли вследствие массового притока иммигрантов из Азии и Африки. В таких школах предпринимаются попытки по внедрению поликультурного воспитания. Так, полирасовые интегрированные школы США появились в 50-х годах 20 века. Там совместно обучаются представители белой и других рас. Это явление сравнительно новое и редкое. Их цель – облегчить мировоззренческий диалог, взаимопонимание между африканцами и белыми. Факт существования полирасовых школ свидетельствует о признании необходимости налаживания интеррасового межкультурного диалога в учебных заведениях Америки. Таких школ немного. Педагогические результаты их деятельности остаются мало удовлетворенными, они не пользуются особой популярностью. В данных школах сокращены программы естественно-научного цикла и программы изучения иностранных языков. Качество обучения в полирасовых школах низкое. Многонациональные общеобразовательные школы США длительное время предназначались для представителей белой расы. Сейчас такая ситуация остается повсеместной. В программах многонациональных школ апробированы экспериментальные проекты, имеющие цель не только дать знания, но и сформировать у учащихся доброжелательное и уважительное отношение к людям других национальностей, выработать культуру межнационального общения. В русскоязычных многонациональных классах России главной составляющей образования является русская культура. В программах обычно отсутствуют специальные курсы поликультурного воспитания. Соответствующие вопросы рассматриваются на междисциплинарном уровне. При преподавании языков, истории, предметов естественно-научного цикла, художественно-эстетического циклов. При обучении учащихся предполагается знакомить с самобытностью культур русского и малого этносов, общероссийской и мировой культуры, обращая внимание на их общие и особенные черты. Дополнительно к основной программе школьникам рекомендуется изучать предметные этноцикла, такие как язык, историю, культуру, религию, фольклор, уклад жизни, национальные виды спорта, кулинарию, танцы, праздники своего народа. Преподают все это носители языков и культур. Гарантируется изучение предметов этноцикла вне зависимости от численности представителей той или иной национальности. Занятия организуются даже для одного ученика. Многонациональные школы – наиболее распространенный вид общеобразовательных заведений. В Западной Европе это в первую очередь городские школы, в США учреждения, где обучаются преимущественно евроамериканцы, в Канаде представители всех этнических общин. Полирасовые школы оказались новым типом многонационального учебного заведения для Западной Европы, США, Австралии и ЮАР. Практика подтверждает преимущество многонациональных школ по сравнению с мононациональными при внедрении поликультурного воспитания. Перспективы развития мультикультурного образования широки, но программно-методическое наполнение содержания общего образования идеями поли мультикультурности сегодня оставляет желать лучшего. Под учебно-воспитательной работой с детьми-иммигрантами следует понимать развивающую отрасль педагогической науки, способствующей успешной адаптации, культурной идентификации и самореализации ребенка в школе. Актуальность исследования проблем мигрантской педагогики, педагогической поддержки и защиты детей-мигрантов подтверждается современными реалиями геополитической, социально-педагогической ситуации, связанной с вынужденной миграцией, что также предполагает изучение процессов терпимости, толерантности детей, педагогов, родителей к детям других национальностей. Педагогическая поддержка учащихся мигрантов возможна, если в поликультурном образовательном пространстве будут обеспечиваться следующие условия. Реализация стратегии педагогической поддержки детей-мигрантов с учетом современных подходов к поликультурному образованию, разработанных в теории, в практике отечественного и зарубежного образования. Осуществление педагогической деятельности по поддержке детей-мигрантов, единстве с философскими, социокультурными проблемами в поликультурном образовательном пространстве. Создание образовательным учреждением поликультурной среды, формирующей опыт толерантности, уважения к иным культурам. Жизненный опыт каждого человека неповторим и уникален, и, следовательно, мы по-разному реагируем на внешний мир. Идентичность ребенка возникает в результате его отношения к соответствующей социокультурной группе, членом которой он является. В этой идентичности отражается его пол, этничность, раса, национальность. Эти признаки связывают его с другими
детьми, но в то же время уникальный опыт каждого ребенка изолирует его и разделяет детей друг от друга. Каждому ребенку мигрантов, в том числе на протяжении всей его жизни, приходится осваивать множество социальных ролей. Каждая социальная роль включает множество культурных норм, правил, стереотипов поведения. Под освоением социальных ролей понимается передача культурной информации в большей степени посредством семьи, школы, друзей, средств массовой информации. Методы и формы работы с мигрантами определил наш отечественный педагог, ученый Лукаленко. Он предполагает выделять определенные методы и формы педагогики работы с мигрантами, сочетание общепедагогических со специфическими. Это мониторинг, диагностика, педагогическое моделирование, стимулирование интереса при общении к деятельности, содействии и творчеству. Также выделяет ряд специфических признаков, которыми обладает педагогика работы с учащимися и мигрантами. Существенные ее характеристики базируются на национальных категориях, таких как язык, история, искусство в сочетании с общенациональными. Формирование сущности определяющим является принцип глобализма. Также ее функции проходят в рамках мультикультурного общества и поликультурного образовательного пространства. В процессе работы с мигрантами необходимо опираться на главную цель педагогики – формирование человека культуры, обладающего человеческими достоинствами, поиск условий гармоничного сосуществования различных этнических расовых групп. Для достижения выдвинутой цели необходимо решить следующие задачи. В процессе работы с мигрантами необходимо также бережно относиться к людям различных национальностей, проживающих в стране, к их языку, социальным ценностям. Воспитание веротерпимости, толерантности, обеспечение мирного разрешения возникающих конфликтов культур, воспитание глубокого уважения к народам, населяющим общую родину, и обоснование и реализация социально-образовательной технологии помощи и поддержки детям мигрантов. Поддержка и адаптация учащегося мигранта в поликультурном образовании, на наш взгляд, должна включать в себя изучение таких характеристик мигранта, как стартовый уровень знаний о принимаемой стране в зависимости от культурного уровня этапа обучения личности, национальные и социально-психологические особенности учащегося мигранта, его интересов, потребности на мотивационной сфере, социальный и материальный статус семьи мигранта. При разработке содержательной характеристики специфических методов работы с мигрантами могут учитываться возрастные и индивидуальные особенности учащегося, специфика межкультурного общения детей мигрантов со сверстниками и взрослыми, возможности учебного заведения, педагогу оказать конкретную помощь мигрантам по их поддержке в интеркультурной адаптации. В мультикультурном обществе закладывается основание необходимости воспитания детей для жизни в современном обществе и с учетом его разнородности. Одной из базовых предпосылок педагогической работы с детьми-мигрантами выступает постоянное выражение опыта миграции, основной принцип равноценности культур. Теория и практика поликультурного воспитания требует от учебного заведения, чтобы оно стало местом культурной дискуссии для того, чтобы позволить детям не одним, а со сверстниками переживать личностное различие, научиться решать проблемы межкультурного взаимодействия путем диалога и сотрудничества. Билингвизм в системе обучения. Познание поликультуры способствует развитию языковых навыков учащихся и обеспечивает дальнейшую самореализацию личности в поликультурном мире, способствует быстрейшей социализации выпускников. Анализ педагогической литературы известных ученых, таких как Бессарабова, Джуринского, Дмитриева, Макаева, Малькова и других, позволил выявить, что поликультурный подход способствует созданию поликультурной среды, которая призвана за счет диалога, общения, познания, созидания, приобщения школьников к национальной и общечеловеческой культуре определить приоритетные направления поликультурного образования. Опираясь на источники научной литературы, можно выявить некоторые задачи поликультурного подхода, такие как актуализация диалога и взаимодействия культур,
контрактивное владение содержанием иноязычного образования, творческая целесообразность, сохранение и создание новых профессиональных и языковых ценностей, воспитание уважения к истории и культуре других народов, создание поликультурной среды и образования как основы взаимодействия личности с элементами других культур. Функциями поликультурного подхода в этом случае является, во-первых, формирование культуры профессионального языкового знания, далее развитие культуры профессионального языкового поведения, формирование эмоциональной языковой культуры и формирование культуры саморазвития в поликультурной среде. Таким образом, можно уточнить, что под поликультурным подходом к ориентированному иноязычному образованию подразумевается такой образовательный процесс, который обеспечивал бы создание формирующей языковой среды школьника, обогащал бы его личность ценностями общечеловеческой, национальной, индивидуальной культуры, вовлекал бы его в диалоговое общение, сотрудничество, самореализацию и способности личности к ее самоидентификации. Каждый народ обладает специфической прагматикой речи, а социокультурные ценности передаются посредством через манеру разговора, использования определенных модальных глаголов, слов оценок, соотносящихся с этническими нормами. При определении содержания образования в многонациональном классе возникают этнокультурные и педагогические проблемы, связанные с внедрением билингвизма, то есть двуязычия. Понятие билингвизма в педагогической литературе трактуется как владение двумя языками или употребление нескольких языков в том или ином государстве. Встречаются тождественные понятия мультилингвизм, полилингвизм, иноязычие. В многонациональном классе язык ведущей этнокультуры является уникальным инструментом межнационального общения и носителем национальной идентичности, основным посредством в общении с мировой культурой. В России и странах постсоветского пространства таким языком является русский язык. В документах ООН понятие гражданства требует общего языка для укрепления взаимопонимания и эффективной коммуникации. И говорится, пусть каждый имеет возможность пользоваться своим родным языком в некоторых сферах, например, в школах, университетах, но при совместной деятельности, особенно в общественной жизни, давайте использовать один общий язык. Путем многоязычного обучения приобретается иноязычная компетенция в многоязычном и многокультурном пространстве для осуществления межкультурной коммуникации. Изучение иных языков не только служит коммуникации, но и позволяет приобщаться к различным способам мышления, поведения и иным человеческим ценностям. Билингвизм – явление неоднозначное, во многом пока еще не изученное, но при этом активно формирующееся в соответствии со стремительно меняющимися жизненными условиями. В определении понятия двуязычия во второй половине XX века установились две немаловажные тенденции. Во-первых, двуязычие противопоставлялось одноязычию или монолингвизму и отделялось от последнего. Во-вторых, оно связывалось с многоязычием или полилингвизмом и идентифицировалось с ним. Многоязычие довольно редкое явление. Оно не встречается как массовое явление. Немного и полиглотов, хорошо владеющих 2-3 десятками языков. И поэтому слово билингвизм обладает в восприятии субъекта, говорящего на европейском языке, русском в том числе, не меньшей отчетливости внутренней формы, нежели его точная поморфемная калька двуязычия. Латинская основа присутствует не только во французском языке, но также в испанском, английском, голландском, в то время как в немецком языке используется термин латинизм, и чаще используется именно такой язык, такое направление в определении понятия билингвизм. Кроме этого, разные авторы, писавшие по-русски, постоянно апеллируют к двум терминам. Правда, всегда отдавая предпочтение одному из них в ущерб другому. Индивидуальное двуязычие, как правомерную и социально значимую разновидность билингвизма, выделяет при рассмотрении социологической типологии явления.
такой ученый, как Верещагин. Он отмечает, что билингвизм может рассматриваться не только в аспекте обеспечения коммуникации, но и применительно к эмоциональной и особенно поэтической, эстетической функциям языка. Итак, двумя базовыми, наиболее очевидными разновидностями билингвизма, по мнению исследователей, следует признавать билингвизм социальный и билингвизм индивидуальный. Такое различие основано на факторе числа носителей соответствующих билингвальных способностях и условиях их реализации. Центральной стержневой разновидностью, на которой будет постоянно ориентироваться культурное образование, при сопоставлении выделенных терминов билингвального поведения будет оставаться именно социальное двуязычие. Решение проблем эффективности билингвального обучения тесно связано с поликультурным воспитанием. Школьники, владеющие двумя языками, обладают широким культурным кругозором, чем их сверстники. Они более открытые для культурного обмена. Параллельное обучение на двух языках положительно влияет на развитие памяти, мышления, внимания, увеличение объема восприятия учащихся. Обозначим некоторые проблемы, возникающие у учащихся при изучении различных языков. Первая из таких проблем – полуязычие, возникает в результате некритического смешивания в речи единиц двух языков. Оно может возникать при изучении родственных языков – русский, белорусский, украинский, а также лингвистически далеких языков. Полуязычие означает плохое знание обоих языков. Оно становится одной из причин состояния, когда личность не соизмеряет себя ни с одной из этнокультурных групп. Это начальный признак формирования культурного маргинала. Вторая проблема, с которой сталкивается при билингвальном обучении учащихся представители меньшинств, это речевые расстройства, чаще всего заикание у детей с речевыми патологиями. Причина подобных расстройств состоит в том, что психологически дети не выдерживают напылов чужого языка. Таким детям необходима коррекционная, в том числе логопедическая поддержка. Третья причина – социальное положение семей школьников, изучающих неродной язык. Учащиеся из социально неблагополучных семей нередко воспринимают неродной язык как носитель чуждой, непринятой культуры. Они не получают достойного воспитания и образования ни в одном из языков. Для детей из обеспеченных семей изучение неродного языка обеспечивает качественный скачок к культурному и умственному уровням. Они накапливают культурный и языковой опыт, позволяющий успешно адаптироваться к иным культурам и социальному окружению. Билингвальное обучение в России – инструмент воспитания, имеющий в виду формирование осознания одинаковой ценности русского языка и культуры языков, культуры субкультур. Для этносов, проживающих в России, русский язык является государственным, универсальным языком межнационального общения. Согласно закону об образовании, в национальных республиках России разрабатываются свои законы на языках. В Российской Федерации в полиэтнической и поликультурной среде действует два основных типа общеобразовательных учебных заведений – русскоязычные и национальные школы. Программа школ состоит из трех основных компонентов – федерального, национального, регионального, этнокультурного и школьного. Федеральные общеобразовательные стандарты составлены на русском языке. В национальных школах в качестве обязательного компонента введены программы изучения языка, истории культуры того или иного региона или республики. Этнорегиональная языковая политика в системе образования выстраивается по-разному. В Бурятии и во многих этнических республиках национально-региональный компонент реализуется следующим образом. В качестве первого языка выступает русский. Далее свободный выбор изучаемого этнического языка, пропедевтика при общении к этническому языку без опоры на письменную грамоту, изучение этнокультур параллельно на русском и этнических языках. В национальных республиках функционирует несколько моделей национально-регионального образования: межпредметная, модульная, монопредметная, комплексная и дополняющая. Межпредметная модель означает включение соответствующего дидактического материала во все учебные предметы. Модульная модель предполагает включение особых тем из учебной дисциплины гуманитарного цикла. Монопредметная модель подразумевает специализированное углубленное изучение этнокультуры и языка. И комплексная модель осуществляется в виде интегрированных учебных курсов. Дополняющая модель имеет в виду реализацию национально-регионального компонента во время внеклассных занятий. При организации билингвального обучения встают вопросы, связанные с распределением учебных часов.
соблюдением принципа добровольности изучения языков, перегрузкой учащихся, кто изучает более 2-3 языков, неравномерной языковой компетентностью школьников и так далее. Не хватает специалистов, владеющих методиками преподавания русского языка, как иностранного. Мало учебных пособий для билингвального обучения. Обучение на втором языке нередко навязывает образование, чуждое ребенку, не имеющее отношения к реальной среде его проживания. Качество обучения на родном языке в национальных школах оставляет желать лучшего, а качество обучения русскому языку в национальных школах вызывает множество нареканий. Многие учащиеся не в состоянии использовать полученные знания и навыки на практике коммуникации, без чего при общении к культурному реалу того или иного национального региона оказывается затруднительным. Следовательно, билингвальное обучение в педагогическом плане оказывается средством общения или, напротив, торможения социокультурного и интеллектуального развития. Овладение более чем одним языком оказывает положительное воздействие на учащегося в лингвистическом, культурном, когнитивном отношениях. При билингвальном обучении улучшаются условия успешного образования школьников. Дети, осваивающие 2 языка, изначально находятся в менее выгодном положении по сравнению со своими одноязычными сверстниками, но при дальнейшем успешном освоении обоих языков не только догоняют, но и перегоняют их в умственном развитии. В целом, социальные и педагогические результаты билингвального обучения положительны. При поликультурной направленности билингвальное обучение не только средство общения, но и существенное условие понимания личностью этнопсихологических и иных особенностей инокультур. Спасибо за внимание.